Власти упорно отказывались нам предоставить возможность провести запланированные нами мероприятия, приуроченные к этому дню. Айваз, подожди. Айваз, не реагирует. я начал пресс-конференцию. Мы ответим, хорошо. Или еще продолжите, Ивас. Это что такое? Вот смотрите, где мы. Вот смотрите, что мы делаем. Это обезьянничество, да? Это с Киева вот, притащили, да? Тихо, не реагируйте. Нарушение законодательства того же Российской Федерации. И мы видим, что как не нравится в День защиты прав человека, вот видите прямое свидетельство, вы думаете, они сами догадались? Нет, потому что нам не разрешают провести научно-практическую конференцию. Так, вы, значит, дадим показания. Хорошо. Напишите заявление, хорошо. И будет проводиться проверка. Хорошо. Это ужасно. К сожалению, вот эти противозаконные действия, противоправные, совершаются теми лицами, кто пытается говорить о правах крымско-татарского народа. Это ужасно, когда используют людей с криминальным прошлым ради того, чтобы запретить людям говорить о нарушении прав человека в Крыму. Мы больше ожидали провокации там, где планировались проведение этих пикетов. На мой взгляд, это еще новая волна, новый виток накануне предстоящих репрессий против крымских татар. Конечно, сейчас подъедет следственная оперативная группа городского управления, примут и заявление, и объяснение о происшедшем. Всех, кто имеет желание написать объяснение, заявление, пусть ожидают, уже выехала группа.